Последняя неделя ноября оказалась непростой для сотрудников госавтоинспекции. Обильные осадки и резкий перепад температуры с плюса на минус внесли свои коррективы в дорожную обстановку в регионе. За 7 дней в Коми инспекторы зарегистрировали 25 аварий, в которых 34 человека получили различные травмы, 2 погибли. Обзор ДТП в репортаже Антона Булаева. 22 ноября в Усинске столкновение грузовика и автомобиля привело к трагедии. По предварительным данным, аварию спровоцировал водитель внедорожника. «Шевроле Нива», двигаясь по улице Промышленная со стороны головных сооружений в направлении улицы Нефтяников. В районе дома 1 по улице Загородная выехал на сторону дороги, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с автомашиной «Урал» с полуприцепом под управлением гражданина 1972 года рождения. Полученные в ДТП травмы водителя внедорожника оказались несовместимы с жизнью. Мужчина скончался до приезда машины скорой медицинской помощи. На следующий день под Ухтой с дороги съехал маршрутный автобус. Водитель автобуса ПАС, двигаясь по автодороге Сыктывкар-Ухта, на 312-м километре данной автодороги не справился с рулевым управлением, в результате чего совершил съезд дороги в правый по ходу движения кювет. В результате ДТП пострадали 4 пассажира автобуса. В момент аварии в салоне автобуса сидело 19 пассажиров. К счастью, обошлось без тяжких последствий и госпитализация никому не потребовалась. Как, впрочем, и участникам другого столкновения в Ухте. 25 ноября водители не поделили дорогу на перекрестке улиц Космонавтов и Юбилейной. Лишь по счастливой случайности потерявшие управление иномарки не задели пешехода, которому в последний момент удалось отскочить в сторону. На записи видно, серебристый седан пересекал стоп-линию на красный сигнал светофора. В ту же секунду произошел удар со встречным кроссовером, который поворачивал налево. Выяснилось, предполагаемого виновника аварии в мае лишили прав на 1,5 года. Находиться за рулем он не имел никакого права. 29 ноября внезапный выезд на чужую полосу на трассе Сыктывкар-Ухта закончился трагедией. Женщина за рулем Део Матис, вероятнее всего, потеряла управление и врезалась в встречный грузовик. 36-летняя хозяйка малолитражки скончалась на месте происшествия.